начинается. Какой может быть отдых? А ты, баба Матрена, мне дисциплину не разлагай. Ольга Петровна, вас в совет вызывают. Ты пригодишься, ты думай, а у меня совесть только после 20 просыпается. Ну что, бабоньки, отдохнули? Ну, да. Пасту моего попили, видите, тучка-то ползет. Ой, да, работать, надо выполнить норму. Мимо пройдет. А вот и не пройдет. Вчера где обещал Петр, а если где обещает, все наоборот получается. Аргея, кара небесная его, намедни растрезвонил всем, что артисты хорошие, говорят, из района приедут, из области. Ну, конечно, все население мимо дома, прям все совету пошли, а пришли туда. Вовсе там не какой-то лекарь. Да не лекарь, бабушка, а лектор. Лектор. Ой, что только не говорил. Целый час говорил про звезду, про луну. А моя добра
некого. Всех мужиков на фронт отправили. Кто будет землю пахать? Ой, непонятно совсем. Так ты на меня надейся. Я еще при царском-то режиме с лошадью хорошо управлялась. А что я этого железного коня не усвою, что ли? Ой, ну что ты, моя Матрена Ивановна? Успеешь ты все своего коня-то осилишь, но у тебя более важная задача. Тоже будет обеды-то всем готовить. Лучше тебя с этой задачей никто не справляется. Ой, умеешь ты, Ольга Петровна, уговаривать. Ой, не зря ведь тебя перед председательшей-то выбрали. Вот приедет Алексей-то Иванович в фронту, не узнает колхоз Босики, не узнает. Ольга, хоть ты скажи, на фронт собралась. Узелок приготовила. Ольга Петровна, ну почему такая несправедливость? Всех парней добровольцами записывают, а девчонок нет. Давай еще вон. Сказала, не пущу. Статья Дима. что ли? Ты что это, никак на фронт собралась? Собралась. Сейчас долг каждого гражданина родину защищать. Долг, говоришь? Твой долг сейчас здесь находиться, в тылу. Домишку своего с победой ждать. А если ты уйдешь, кто будет твою норму выполнять? Баба Матрена или деда в день? Правильно, Ольга Петровна, говоришь, правильно, слушайся старших. Ты, кстати, учиться ведь хотела. Вот и пойдешь учиться в тракторную бригаду. Некому стало землю пахать. Теперь это наше дело, бабское. Вот так мы долг перед Родиной выполним и перед мужиками нашими. Ох, ох, бабоньки, смотрю, погода портится. Надо бы нам за завтрашний день вон до поля закончить. Что поделаешь? Коля говорит, Тогда с бабами мы порассуждали, опять что ли на работу? Так мы что, бабы или мужики? Не говори, Я и лошадь, я и бык. Ой, бабоньки, так ну что, железно, что сколько можно работать, господи. Ой, ну нет, тебя не выполнять, кроме нас с вами. Вот легла бы сейчас я под кустом и лежала бы 3 дня, и боли твоего век бы не видела, и чтобы ты меня не нашла, и стала я бабоньке. Ой, я тоже сегодня как упала на лавку, то ли спала, то ли нет. Да какой там сон? Спина ноет, ноги гудят. Ой, Ой, все понимаю, бабоньки, все девоньки понимаю, но что поделать, такая уж нам бабская доля выпала. Мужиков-то нет.